На проходящих играх Дети Азии задействовано 6 передвижных телестанций, более 70 телекамер. Однако только кабеля приходилось ежедневно разматывать до 15 километров. Телекомпания НВК «Саха» делает все возможное для достойного освещения хода игр. Так, новая машина ПТВ соответствует требованиям международных экспертов по правилам показа топовых международных турниров. Так что если в Якутске, например, случится чемпионат мира по хоккею, то нам есть чем его показать. А в основных технических параметрах машины и ее экранных возможностях нам рассказал Андрей Викторович Крумин. К слову, эта супермашина, как и другая новая техника, появились в нашем парке благодаря помощи Национального фонда Баргары. Настоящая станция, которая помогла бы нам работать на спортивных, в том числе на спортивных и не только на спортивных объектах, это вот та, которую мы получили в этом году. Фонд Баргары очень оперативно так отработал. И самое главное, что эта станция в том числе может работать, это самый сложный режим на спортивных объектах. Система замедленных повторов, система графического оформления, 8 камер, можно в принципе развивать эту ситуацию. Эта станция очень интересная, перспективная, 8 лет, наверное, она еще будет работать полностью востребована. Это полностью цифровые стандарты вещания, она может работать сразу на оптику, если надо, на спутниковую станцию. Вот такие машины позволяют показывать в прямом эфире любые зрелища и практически из любой точки республики. ПТС имеет свой дизель-генератор, который может обеспечить автономное питание всего оборудования. Работа машины в самом разгаре. Она показывала вам, уважаемые телезрители, и открытие игр, и соревнования по легкой атлетике, и по футболу, и, конечно, будет работать на церемонии закрытия. Чудо-технику оценили не только якутские телевизионщики, но и московские коллеги. Я как режиссер могу сказать, что мне понравилось работать на этой технике. Почему? Потому что все удобно. Удобно и эргономически, да, то есть всегда режиссеру нужно видеть всю картинку, да, всех слышать и пытаться всеми управлять. И это достигается и техническими, да, и, может быть, какими-то организационными моментами, связанными с размещением персонала внутри ПТС. Мне показалось удобно. На ПТС съемки проводятся с использованием 8 телекамер, видеосигнал с которых записывается в цифровом формате. При необходимости увеличения количества телекамер, а на спортивных зрелищах такое бывает часто, к этой машине можно подключить другую ПТС. Такую сложную комбинацию провели, например, 5 июля, во время церемонии открытия игр. Раскрыть все возможности новой машины в одном сюжете просто невозможно. Да, наверное, это и не нужно знать зрителю. Наша техника должна помогать работать нам так, чтобы зритель не хотел переключать кнопку НВК «Саха».